Добрый вечер, это телеканал НТС. Мы планировали сделать эфир в рамках 16 дней против гендерного насилия. И сегодняшний эфир в рамках этих 16 дней, но так уж случилось, что именно в эти дни случился вопиющий случай в Сокулуке. В селе Кызылту, вы знаете, пытались изнасиловать девочку. Но еще обиднее то, что эти вопросы становятся больше повседневностью, чем исключением. И наверняка эти вопросы нужно решать на самом высоком уровне, И так уж случилось, мы промониторили те законопроекты, которые выдвигались в защиту наших девушек и женщин. Мы промониторили законы, которые прошли и не прошли. И что интересно, в 90% случаев они были выдвинутыми женщинами-депутатами, группами женщин-депутатов. И вот сегодня мы хотели бы поговорить, почему настолько важно, чтобы женщин в парламенте, в законодательной ветви власти и в исполнительной ветви власти было как можно больше. Почему? А просто потому, что по предварительным итогам из 90 мандатов, ну пока что из 88, только 18 достается женщинам. Это ничтожно мало, потому что 2007 года мы шли каждый день, из года в год, чтобы гендерного баланса в исполнительной и в законодательной ветви власти было достаточно. И вот за один день их стало очень мало. Мы сегодня проговорим про это. Мы в студию пригласили экс-депутата, экс-вице-премьер-министра Кыргызской республики Эльвиру Сурабалдиеву, а также лидера партии «Реформа» Клару Сооронкулову. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. Давайте начнем с квот. Вы как юрист, вы как судья, скажите, пожалуйста, насколько мы обесценили те старания с 2007 года, которые я уже сказал, да? 14 лет. Одним законом, одним днем. Как только вот эти квоты вводились, они же существуют давно уже, я в какой-то степени была против этих квот. Потому что реальную ситуацию, может быть, я недооценивала реальную ситуацию. Сейчас, когда я уже сама участвую в этом процессе, и за прошедший год это были последние выборы, это были 5-е выборы, я понимаю, что квоты нужны. Квоты нужны, потому что мы должны выравнивать возможности. Что вопрос равенства перед законом, да, он заключается именно в том, что должны быть равные возможности. Стартовые возможности, они должны быть равные. А то вот эта патриархальность, она везде, быть. Да, от общества да, то есть общество еще не созрело до такой степени, чтобы мы могли говорить, что у мужчин и женщин равные возможности. На самом деле у нас, у женщин, с нашими мужчинами равных возможностей нету. Это не только в политике, это везде. Это везде. Это везде, и, к сожалению, год за годом их становится все меньше, меньше и меньше, несмотря на то, что в части законодательства выравнивающего, да, мы впереди планеты всей. У нас самое передовое законодательство на постсоветском пространстве. У нас есть специальный закон об обеспечении гендерного равенства, и в каждом законе у нас говорится о том, что должен быть гендерный баланс, в каждом государственном органе должно быть не менее 30% женщин, в том числе в Джогорку Кенеши. Мы впереди планеты всей. Но реальная ситуация, она с каждым годом становится все хуже, хуже и хуже. Поэтому, да, это здорово, вот эти квоты, которые дали возможность женщинам, да, на местных выборах мы видели, что вот в Сару стало очень много женщин. Каждая третья, да. В Кенеше, да, каждая третья, при этом не имеет значения, набирает женщина голоса или нет. Треть мест в местном Кенеше женщинам обеспечено, то же самое было в Джогорку Кенеше. То, что идет по одномандатной, да? Но мы же видели, что произошло в Волжском городском Кенеше. Там, по-моему, остались 2 женщины. 2 женщины. То есть женщины не смогли отстоять свою позицию. Не смогли или не захотели, мы не знаем подоплеку. Но факт, что женщины, получив гарантированно эти мандаты, они от них отказались или их просто выдавили, вытеснили из представительного органа. Поэтому реальность очень женщинам, она очень унизительная, очень жестокая. И вопрос в том, как с этой реальностью бороться. И оттуда мы и получаем вот такие вот вопиющие случаи. Да. Эльвира,
вы как экс-депутат, и мы с вами даже как-то встретились, вы рассказывали про законопроект про харассмент, но об этом чуть позже. А согласны ли вы с тем, что маленькое количество женщин-депутатов по отношению к мужчинам-депутатам приостанавливает и тормозит подобные проекты, социально важные? Ну, вспомните, когда законопроект о семейном насилии проходил в парламенте, первое и второе чтение было бурное сопротивление мужчин. То есть там были очень странные аргументы, вплоть до того, что мы влезаем в наши традиции. Мы мешаем развитию там, нашей кыргызских естественных там, традиционных обычаев и вещей. А что есть кыргызское естественное? Ну, колпашить женщину по утрам? Что есть естественное? То, что, мол, муж, жена поругаются, утром слюбятся, да? И когда мы я помню, уже перед третьим чтением было пару коллег, которые вообще сказали, делайте, что хотите, мы не позволим этому закону пройти. Мы пошли обходным путем. Как раз-таки на тот период международные организации сделали опрос, помогли нам очень сильно. И в 2014 году, по-моему, был опросник о том, что смерть каждой женщины от семейного насилия обходится в бюджету 1 миллион 600 тысяч сомов. И когда эту цифру мы вынесли на парламент, то есть на обсуждение мужчины, и сказали, уважаемые мужчины, не всегда вы будете депутатами, министрами, чиновниками. Ваши жены, ваши близкие женщины не застрахованы от насилия. Но вот каждая смерть обходится в бюджет вот во столько-то там. Дети сиротами остаются там от расходов милиции, все-все-все. Когда было посчитано, они были шокированы. Но почему-то именно экономическая цифра на них так сильно повлияла, что в третьем чтении ну, тогда еще флешмоб был от всех женщин-депутатов, молодцы, каждая женщина приняла участие. И этот законопроект в третьем чтении был принят. Но правду надо сказать, социальные законопроекты, все, что касается защиты интересов женщин, насилия, все, что касается там... алиментов, сюнчу и так далее. Да, домогательств, да, оно воспринимается вот так вот, больше вот с такой подколкой, да, мол, ну как бы это женский вопрос, считается, что вот это вот женщина, это вам надо, и как-то оно на второстепенных таких ролях в итоге. Ну, сложно, сложно. Я не спорю, я просто помню, как мы отвоевывали каждый этот законопроект. В буквальном смысле мужчины ходили между собой, договаривались там по партиям. И женщины, которые внутри партии, то есть они зависимые от лидеров, они тоже, им было очень сложно голосовать против своих лидеров. Но в итоге все-таки женская вот эта повестка, вот эта солидарность, она победила эти законопроекты. Все, что касалось семейного насилия, все, что касалось социальной сферы, как мужчина называет женской сферы, мы договорились в рамках форума женщин тогда в парламенте, что вразрез, несмотря ни на что, будет голосование идти в пользу женщин, детей. Ну вот за новый парламент вам не страшно? 18 всего лишь женщин. Из 90, да, 36 одномандатников, сейчас вот по 2 округам будут выборы идти, да, вот, ну, куда я тоже, в принципе, собираюсь идти. 36, получается, 34 мужчины, 54 места, которые по партийным, там да. Всего, мне сказали, придет 12 или 13 женщин. 18. 18. Ну, это фактически должно быть, да. В итоге, я думаю, как вот и, помните, когда мы... Как по Ожскому получится, да? Каждый будет писать заявление, уходить, выходить вот, когда мы в 6-м созыве приходили, все женщины, все были счастливы, что они пришли. Все говорили, мы будем стоять до конца. Но в итоге в 2 партиях вообще не осталось ни одной женщины. Это какие-то вот договоренности, что мужчины, даже если они нарушают какие-то договоренности, могут выторговать остаться, а женщины слабое звено. И их в итоге... выживают. Поэтому зачастую в партии приглашают там жен знакомых, там близких женщин, да, то есть вот боятся приглашать там сильных женщин, да, или если приходят сильные женщины, то есть, естественно, с расчетом на голоса там, да, а вот зачастую иногда вот так приглашают, чтобы потом но есть обратная сторона. Но есть обратная сторона. Смотрите, Клара, возьмем пример партию Иман-Нуру. Кандидат женщина, я даже не могу вспомнить фамилию, проходит всего лишь 400 голосами, когда кандидат, который не проходит, там остается с 3000 голосами, и эта преференциальная система показывает. Но и здесь есть некая несправедливость, когда квота забирает голоса у большего взявшего. Но суть квоты в этом же и заключается, Эркен. Здесь как бы законодательство дает женщине фору
И я считаю, это правильно. Просто партии сами должны быть обеспокоены тем, чтобы в их рядах, вот Эльвира же говорит, они приглашают или богатых женщин, которые финансируют, и мы знаем таких женщин, Да. которые профинансировали избирательную кампанию, но Тихо сидят. как депутаты они никакую эффективность не показывали. Мы не будем называть имена, потому что какая бы женщина ни была, я все равно приветствую ее в представительном органе. Потом вот мы говорим о количестве. Ну, знаете, дело же даже и не в количестве. Иногда одна-две женщины могут сделать очень много. А вот, пожалуйста, да. А иногда есть женщины, которые занимаются откровенно вредительством, да, вот как этот Да. закон о манипулировании информацией, там, инициатор женщина, лоббировала женщина, везде выступала женщина. Я ругалась понимаю, женщиной. что там за ней кто-то стоял, но ведь это была женщина, поэтому здесь даже, может быть, Или даже другая не столько женщина вопрос... сказала: невесты, не одевайте откровенные платья. Третья женщина сказала: давайте наших девочек не выпускать за рубеж. Это все были Да, женщины-депутаты. поэтому если именно между женщинами в парламенте не будет солидарности, если они не будут вот так вот дружно продвигать социальную повестку, а вместо этого просто они становятся орудием в руках там каких-то мужчин, да, ну, я думаю, что чаще всего они выступают орудием, то здесь от женщин гораздо больше вреда. То есть в качестве депутата я, например, не стала бы проводить различия, да, что это депутат женщина, а депутат мужчина. Вот для продвижения квоты обязательно должны быть. Да, несправедливо, с точки зрения мужской кажется несправедливо. Я набрал 3000 голосов, а она набрала там, или там в Бютун-Кыргызстан то же самое, да, получилось? Да. То есть она набрала там десятки раз меньше, но мандат достается ей. Но это фора, которую мы даем женщине. Она обязательно должна быть. В этом суть квоты. А в чем тогда суть квоты? Суть квоты в этом и заключается. То есть мы выравниваем возможности. Ты мужчина, ты богатый, у тебя электорат, ты можешь купить 3000 голосов. А эта женщина эти 500 голосов заработает честно. Но- Это и есть понятие выравнивания возможностей, дать равные стартовые возможности. А вот нет такого, что женщину-депутата можно легче запугать, легче ее манипулировать. Она все-таки эмоциональная, ну вот, да, там, Есть. детьми, семьей и так далее. Ну, мне кажется, также им любого мужчину можно запугать и манипулировать, и все остальное. Мне кажется, в этом плане женщины где-то Более стойкие? не то чтобы более стойкие, более защищенные, потому что я бы, исходя из своей практики, зачастую у нас там были активные женщины, которые не боялись поднимать вопросы, тогда как мужчины было меньше, которые на эту тему вообще выступали. Такое тоже вот среди бывает. ваших коллег было такое отношение? Ну ладно, имя женщина, уступим, да? А именно... Ну, по отношению к вам. Вот вы начинаете, я не знаю, спорить, и мужчина говорит: ну ладно, я не буду с вами спорить, только потому что вы женщина. Там, я уважаю ваш... там, Я думаю, Смотря да, это в какой нашей вопрос. ментальности есть, Да, было смотря такое, какой да. вопрос, да? Это как уничижительно больше идет. Да. Ну, как, вы знаете, как это было? Ну ладно, я с тобой не буду спорить, но мы все равно, мужчины, всё соберемся, понятно. проголосуем так, Да, как нам да, надо. да. Сюлевер, да. Но примерно здесь бы я так. сказала, что на самом деле женщины гораздо более уязвимы. Потому что вот мы с Эльвирой прошлогодние октябрьские события были от начала до конца, и были гуще всех этих событий. И женщина, она гораздо, конечно же, гораздо более уязвима в этом смысле. Особенно, когда касается вопросов семьи, да? Вопросов семьи, когда касается, это очень, я думаю, очень серьезная уязвимость. И в этом смысле на женщину надавить, я так считаю, что гораздо более удобно, гораздо более эффективнее. Но что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что в этом смысле, в плане страха перед угрозами, да, в плане страха перед рисками, у нас мужчины сегодня намного слабее. Ну, У да, нас мужчины да, намного я это слабее. заметил. Особенно, когда это касается, мы наблюдаем, когда нам бы казалось, что такие джигиты на белом коне, да, которые там позиционируют себя как волевые, как сильные, при малейшей опасности сразу превращаются в страусов. Но мы это наблюдаем. Но уязвимость, она здесь еще и заключается в том, что мужчины богаты, и вот это материально-финансовое положение, то, что я наблюдаю, да, Да, это то, что субъективное меня мнение, да, разочаровывает, да, это ужасно. Когда у человека есть все возможности для того, чтобы бороться, и люди в него верят, он оказывается просто, ну как вот сказать, крохобором, да, толстосумом, и для него гораздо важнее его личный комфорт, тогда как женщины идут
Женщины идут, они ничего не боятся. Коллеги, а вот снова по законодательной, значит, ветви, эти 90 депутатов, мне все равно это не дает покоя, особенно эти 36 мандатов, которые определяются через одномандатные округа. Вот вам не кажется, что введение одномандатных округов и приход депутатов через эти округа в Джохор Кенеш просто вымывает все возможные квоты женщин, Молодежи. молодежи и этнических национальных меньшинств? меньшинств. Ну, мы Нет, предупреждали. национальных, ладно, я бы еще поспорил, Московский район, да, вот наш с вами, ну, кстати. Да. хорошо. А мы что видели? Ну, вот Атыр Абдрахматова не прошла. Мы понимаем, что на местах это такие местные цари и боги, царьки, в основном мужчины, которые просто забирают эти мандаты, и их мандаты защищены законом. Вот, что одномандатная система работает против женщин. Да, но мы предупреждали об этом. Когда ее вводили, мы все говорили, что женщины не пройдут и не прошли, молодежь не пройдет, ну, кто-то там прошел частично, да, сколько их там очень мало. И потом насчет национальных меньшинств, посмотрите, в парламенте нет представителей славянского меньшинства. Нету никого. Ни Да? одного. Ни одного? Ни одного. Ни одного нет. И вот в связи с этим вопрос. Эльвира, ну, еще мы не можем про это говорить, это не считается агитацией, вы хотите выдвигаться по Первомайскому округу. Да. И вы, Эльвира, понимаете, что это последних две, значит, такие лазейки, куда сейчас будут защемляться все денежные, властные, И все те, кто не те, кто прошли. хочет Да, пройти. все вообще Да. да. Вы не боитесь вот этого давления со стороны? По-моему, генерал Тургамбаев тоже хочет выдвигаться теперь. Ну, из Первомайска. мне кажется, ну, я не знаю, да, я человек, в принципе, объективный, я смотрю на свой прошлый опыт, прошлогодний опыт, наверное, сложно сказать, что меня, наверное, сложно запугать. Мне было очень обидно, когда один из моих коллег сказал, какая бы замечательная, умная женщина ни была, вот ты прям патриот, супер умная, там, 7 пядей во лбу, вот пройдет мужчина, который лишь бы штаны носил. На кыргызском это звучит более жестче. Вот. И меня, например, это мое чувство собственного, ну, как бы гордость за женщин. Аялдан Да, Бахмаш, да, вот что звучит, да. все равно пройдет. Вы знаете, мне кажется, в принципе, время покажет. Ну, поборемся, посмотрим. Мгм. А почему вы решили вот на вторых повторных выходить? На первых, во-первых, в 2015 году я ведь тоже пришла по партийной системе, по Да. квоте. Ну, тогда и одномандатных не было. Да, тогда, когда я приходила, возможно, если бы какая-то сильная женщина пришла, может быть, я не пришла. И у меня на тот период, это после работы в правительстве, после парламента, Нет, мы октябрьских этого не можем событий, всех- утверждать. Тогда не было преференцированного голосования, вы пришли по своей очередности. Нет, я имею в виду по списку. Да, да. Тогда, возможно, вот кто более успешный, более опытный, могли бы им отдать это место, но вот я, новый человек, пришла. То есть меня абсолютно никто не знал, не ждал. Вот. И потом в этом году у меня почему-то такая мысль была. Во-первых, я думала, вот больше 15 женщин не будет. Почему бы не дать возможность какой-то новой, яркой личности прийти? Менденгоин, сильнее меня, там, харизматичнее, умнее. Я дала возможность, скажем И так. пришли? Это первое. Во-вторых, я честно скажу, я не хотела идти в списке партий, я не хотела зависимости от лидера партии. Это такой, для меня это такой болезненный вопрос, потому что я все-таки была в провластной партии, в оппозиционной партии, в обоих лидеры мужчины были. И все-таки вот это, когда давлеет лидер мужчина, говорит одно, в итоге принимает решение так, как им удобно, в разрез твоих ожиданий, для меня это был такой вот сложный момент. И ты понимаешь, что в конце концов лучше попробовать побороться за то место, где ты будешь сама. Независимо, ты будешь представлять интересы народа вне зависимости от каких-то там политических, партийных решений. Вот в этом плане я бы хотела... Я понимаю, что это звучит очень сложно, но я хочу попробовать. Угу. Клара, а вы не хотите? 6-й раз. Нет. Очень много причин. Во-первых, просто элементарная усталость. Просто моральное, психологическое выгорание, потому что если я буду участвовать, это будут уже 6-е выборы. Подряд. Во-вторых, я не приемлю одномандатную систему. Я не вижу ее вообще, я не вижу от нее вообще никакого смысла и никакой эффективности. Для меня гораздо важнее прийти командой. И эта команда есть. Есть партия «Реформа», и мне бы не хотелось. Вот, если участвовать в политической борьбе, то надо участвовать со своей командой, тем более, когда у тебя такая команда есть. И в-третьих, для меня смысл этой борьбы не мандат. Не мандат. Потому что даже получив мандат, вот при нынешнем раскладе, да,
при нынешнем раскладе политических сил в парламенте, я понимаю, что будет только трибуна. Будет только трибуна. Почему только? Будет трибуна. Ну, во-первых, полномочия очень сильно парламента ограничены, очень сильно ограничены. И просто заметьте, я вот недавно, буквально два дня назад, я была в шоке, когда президент своим указом, объединил. Нет, он просто взял и отменил налоги. Земельный налог. Я была в шоке, потому что вопрос налога – это вопрос, который исконно является парламентским. Это парламентское полномочие. За это в Англии, во Франции, в Голландии в 17-18 веке люди кровь проливали, чтобы этот вопрос не принадлежал. Мы живем в 21 веке не в Голландии, а в Кыргызстане. Понимаете, даже абсолютной монархии вопрос налогов они отдают какому-то представительному органу. Это вообще нонсенс. Это нонсенс. И я была в шоке, и при этом никто сегодня в парламенте этот вопрос не поднял. Никто. Я не слышала, чтобы сегодня кто-то сказал: вы что делаете? Вот ваша конституция, там, да, по-моему, 31 статья, работаете хотя бы по своей конституции. Поэтому это очень сложно. Конечно, если бы оппозиционной партии удалось пройти, мы бы использовали трибуну, мы бы качали оппозиционную повестку, мы бы говорили в лицо. В этом смысле мы не боимся. Но здесь самое главное, вот участие, мне говорят, ну что вы там бесконечно, это у вас уже 5-е выборы, и уже и стыдно, да, и уже вы не имеете морального права на эти выборы идти. Да, и я всегда объясняю, что для меня самое главное вопрос участия. Я бы сказал, что мы видели, да, что на прошлых парламентских выборах вот просто из ничего появилась команда, которая, да, мы получили мало голосов, но эта команда заявила о себе, потом она участвовала. Это же мы же именно вот таким образом, не вот так вот кого-то там привели на чьи-то деньги, да, там, на чьи-то там, ну, не будем там говорить, привели за чьи-то деньги, там, молодых ребят сказали: о, вот это надежда народа, и начинают качать. Нет, у нас реальная команда, и это хорошо, люди, которые хотят... По женщинам. Айнур Алтыбаева шла по одномандатному округу, не дошла до финала. Махаббат Мавлянова шла по одномандатному округу. Но она сняла кандидатуру. Я и говорю, я рассказываю тех, кто проснял кандидатуру. Теперь Атыр Абдрахматова. По Таласу, по-моему, и по Ашу вообще не было ни одной женщины-кандидата в одномандатных округах. Это о чем говорит? Это говорит о том, что нету женщин-лидеров. Это говорит о том, что нету доверия к женщинам. Это говорит о неуверенности женщин. Большей части лидеров женщин у нас много. Мы очень много встречаемся с женщинами, депутатами местных кеңешей. Я буквально только что со встречи вот тоже с новоиспеченными, да, ну, с недавно ставшими депутатами, женщинами местных кеңешей. Очень активные, очень харизматичные, яркие личности. Просто так уж сложилось как-то, да, что у нас... Я не знаю, это называют, там нету солидарности и все такое. На самом деле это больше в повестке внутренней уверенности нету. Ну, Клара Аим, у нее есть внутренняя стержень, уверенность, вот она и идет. 5, 6, 10 раз, да, потому что это внутреннее, это от характера человека зависит, да. Вот. И в большей степени наши женщины, они ограничены условностями, и нет внутренней уверенности. Человек, может быть, сделал какой-то для себя вот решение. А чтобы внутреннюю уверенность приобрести, это что нужно? Это должны быть какие-то лидеры мнений, это должны быть какие-то живые кейсы в вашем лице. Ну, во-первых, люди должны... Вот как сделать так, чтобы девочка с села пришла и взяла эту квоту? Как проложить вот эту дорогу из обычной сельской девочки до депутата парламента? Менторство обязательно должно быть. Женщины, которые находятся в парламенте, это самое, как бы, да, вот, скажем так, апогей представителей женщин в системе, законодательной системе в парламенте, они обязаны быть вот той самой ролевой моделью. И должна быть непременно обязательная связь с регионами. То, чем мы занимались в рамках форума женщин в парламенте. Встречались с женщинами не только с местными кеңешами, да, допустим, с молодыми активистами регионов. И как это, ты как бы стимулируешь и говоришь: ребят, лидерами не рождаются, ими становятся. Это твой опыт. Сидеть и не хочу и говорить, и критиковать там с мобильного телефона, это очень легко. А выйти на улицу и встретиться хотя бы одну... Вот ребята, которые... Вот меня больше всего удивляли ребята, которые там не участвуют в выборах, да, но очень сильно критикуют и ту, и другую сторону.
А при этом ты просто попробуй обойти одну-две улицы, поговорить с людьми, настроение народа узнать. Также и с молодежью. Надо выходить, люди. Это не просто Да, сейчас пришли ребята, которые, может быть, благодаря социальным сетям тоже вот такие opinion-мейкеры пришли. Но есть же еще поле. Надо выходить в поле. Просто меня удивляет, как мы, страна, в ближайшей, последней истории, в которой была Зуракан Кайназарова, в которой была Гулипа Хундучалова, женщина-лидер, в конце-то концов, у нас была президент-лидер Роза Отынбаева. Как мы до сих пор не можем взрастить новых девочек-лидеров, В девушек-лидеров? советское время политика партии была такая, женщин обязательно лидеров взращивали. Но их было не так много, но их целенаправленно взращивали. Что происходит сейчас? Особенно в регионах, да, вот если вот взять, вы сказали, в Таласе, в южных регионах я тоже смотрела. Это абсолютно не означает, что нет сильных женщин, что нет активных женщин. Я считаю, что сегодня наиболее экономически активна именно женщина. Да. Именно женщина. Да просто в своем окружении возьмите семьи, где все держится на женщинах, правильно? Где очень много Так вообще. И по количеству женщин больше по статистике, чем здесь мужчин. женщинам самим, я считаю, что здесь женщины сами виноваты. Они знают, что могут, они знают, что они сильнее, они знают, что они умнее, они знают, что они способнее. Но есть стереотип. Есть стереотип. Это вот я вот постоянно рассказываю, и это настолько мне в жизни запомнилось. В прошлом году на Атбашинском скотском рынке мы проводили агитацию. Вот надо было туда, нам, двум женщинам, Рите Карасарту и мне, поехать на Атбашинский скотский рынок. И когда вот просто вот так вот схватили меня за шкирку и сказали: «Эй, Гатын, иди, сиди дома», да? Вот, и вот этот стереотип, да, вот от вот этого стереотипа надо избавляться. И не только женщинам, но и мужчинам. Я вас умоляю, я смотрел дебаты предвыборные, когда вы, Клара, участвовали с Арстан Алаем, который заявил на дебатах президентских, он говорит, женщине предначертано вообще от Бога сидеть дома, рожать детей и готовить еду. Вот этот стереотип, вот этот стереотип, и мы, женщины, сами иногда не можем из этого стереотипа выйти, мы боимся. И мне или мне давай тат. Я добавлю, Клара, ночь с 5 на 6 октября 2020 года, площадь Логвиненко, Чуй проспект, вот это вот ребята молодые, помню, которые собрались, да, и я вот помню, сидят ребята там совсем молодые, вот они начали искать. Вот я там сижу, там и мальчики эти, и вот они говорят: лидер кайда, эркектер. Ну вот они стали искать лидер мужчин. Ауида Алаус говорит, лидер эркектер кайда. Лидер эркектер чок. На тот период, вот там, где мы находились, их не было. А что делать? 15, 16, 17, 18, там вообще дети, да, молодые. Ты сидишь и думаешь: ну, ребят, я даже не знаю, я сижу, а региондердан келген айлык балдар. Я говорю: ну, ребят, ну, не знаю, ну, давайте, говорит, что мне делать? И вот, они так меня окружили, такой любовью. Эльвирджи, мы вас любим, мы вас уважаем, только вы правильно поймите, в истории, если где-нибудь, когда-нибудь кто-то узнает, что брать Белый дом нас повела женщина, мы опозоримся. А по-кыргызски это было банально просто. Агуйду bizdi, агуйду алып атканда bizdi катын башкарды десек, эл эмне деп айтат деп. Все. И вот для меня это был очень сильный стресс. Да. Я вот после этого, я помню, после этого у меня прям все, что я 5 лет делала, я думала вообще, зачем я это делала? Мне кажется, надо делать, не останавливаясь каждый день. Вот вчера прилетала посол доброй воли по делам беженцев, Манижа, исполнительница, и вот она все 2 дня об этом говорила. И разговаривая с ней, я понял, знаете, мы не на самом печальном месте вот в этом регионе. Она восхищалась, она говорит: слушайте, ну... Гражданское общество, да? Какое гражданское общество и так далее. Но на этом нельзя останавливаться. Теперь, времени очень мало. Исполнительная ветвь власти, сегодняшняя. Ну, посмотрите, кроме Хутмановой, по-моему, нету ни одной женщины. Нет. Опять. Нету. Да. Нету. Всю жизнь исконно было так, что вице-премьер-министр, ну, давайте называть по старинке, по социальным вопросам была женщина. Всю дорогу помню. Эльвира, начиная от вас, там... Всегда были женщины. Всегда были женщины. Эркин, ну и закон о обеспечении гендерного равенства никто не отменял. 70 на 30 вообще не исполняется. Его никто не отменял. Но, к сожалению, сейчас уже все. Уже, знаете, мне стыдно произносить слово «закон», честно. Мне стыдно. Мне кажется, что просто это уже настолько выглядит смешно. Он не работает. Закон, покуда закон не работает, вчера
Это ваша малая родина, Сокулук? Суд, Да. суд Аксакалов просто собрался и сказал, мы вам даем Самосуд. 3 дня, чтобы вы выезжали отсюда. Вот вам, пожалуйста, яркий пример, что нету недоверия ни к закону, ни к судебной системе. Да. Правоохранительным органам. Поэтому, во-первых, мы должны требовать, как бы там ни было, мы должны требовать, чтобы законы работали. Если мы будем закрывать на вот эти квоты глаза, то скоро вообще женщин всех выдавят из всех систем управления. Их просто выдавят. Одно время, помните, мы гордились, у нас генеральный прокурор была женщина, министр юстиции была Да. женщина, председатель Верховного суда была женщина. То есть вот это как бы правоохранительные органы. Целая да? когорта была такая. А сейчас идет, потихоньку идет вот это вымывание, и мы молчим, женщины молчат, мы молчим. При этом в Кыргызстане очень много организаций, которые работают с правами женщин. Очень много. Это одни из самых таких щедро финансируемых Это не организаций. специально так делается? Вот у вас нет такого? Ну, их я не вижу, я не слышу гражданского общества. Вот в таких ситуациях, когда женские права начинают попираться, да, избирательные права, право быть, продвигаться по государственной службе. Вот в таких ситуациях мы всегда слышали голос гражданского общества. Я его не вижу, я его не слышу сегодня. Где оно? Но его пришли, раздербанили, просто Где его? сказали. Кто «Всё, раздербанил? Они есть эти организации? Почему они молчат, эти организации? Мы же всегда в таких ситуациях опирались на гражданское общество. Мы всегда опирались на неправительственные организации. Мы знали, что они этот вопрос вытащат. Они будут это обсуждать. Они будут об этом говорить. Но никого нету. Я не знаю, это что. Идиль Байсалов пришел, и почему такая наступила тишина? Вот в этом секторе. Я не могу понять, что происходит. Что происходит? Я к чему? Я вспомнил. Как раз таки Идиль Байсалов пришел на то исконно женское место, оказывается, да? Но посмотрим по работе. И последний вопрос. Клара, вы выдвигались еще и кандидатом в президенты. Да. Есть ли необходимость кандидатам женщинам в президенты для мотивации их роста делать какие-то послабления? Ну, не знаю, там, с подписи голосов. Обязательно. Дать какое-то отдельное время по, опять же, залогу Да, и так да, далее. Да, ну, кажется, мы именно в этой студии этот вопрос обсуждали, и здесь тоже обязательно должны быть Мы с вами на послабления. конференции Да, об на этом конференции говорили, да. обсуждали, да. Должны быть послабления, тем более, когда выборы очень сильно коммерциализированы. Я бы предложила, например, убрать залог для женщин. Убрать залог, потому что Легче. мы же видим, очень много средств уходит на предвыборную агитацию. Я не говорю о подкупе, потому что, ну, я никогда этим заниматься не буду, даже если у меня будет очень много денег, да? Но, тем не менее, выборы коммерциализированы. То есть вот эта тупейшая ситуация, когда агитатору надо платить, наблюдателю надо платить, ты не можешь даже взять на волонтерской основе никого, потому что Закон не запрещено, позволяет, да. закон запрещает. Волонтерить на выборах закон запрещает. Все услуги, которые предоставляются на выборах, должны оплачиваться. Ну и вы представьте себе, кто пойдет на выборы. Это же вот это пресловутое мнение о том, что выбор требует очень много денег, оно сегодня узаконено. Оно узаконено сегодня. И это одно такое очень серьезное препятствие для женщин. Женщины поэтому еще и не идут на выборы. Вот вы же спрашиваете, почему женщины на выборы не идут? Поэтому еще и не идут, потому что это требует очень много средств. Усложнено все. Я думаю, что несмотря на то, что, конечно, мужчины будут возмущаться и говорить, что же там, а где же наше равенство перед законом, а где же этот юридический паритет, да? Несмотря на это, исходя из объективной ситуации, из-за отношения мужчин, прежде всего, подавляющей части мужчин к женщинам, да, которые так все хотят, там, заткнуть нам рты, подавить нас, там, избить нас, да, я не говорю обо всех, но мы же наблюдаем, и же становится все больше и больше, мы должны дополнительно создавать женщинам возможности. Завершающий вопрос, Эльвира, к вам. Вы собираетесь выдвигаться в депутаты, по-моему, Гуль Алмамбетова тоже по вашему округу, да? Если не знаю. ошибаюсь. Да, Гуля тоже Пусть собирается. будет Гуль Алмамбетова, пусть будет Клара, я не знаю, и другие женщины. Готовы ли вы консолидировать все свои силы, я не знаю, собрать, может быть, даже в пользу одного кандидата женщины, или, как сейчас принято говорить, кандидатки женщины, чтобы выиграть эти выборы? Я вообще считаю, все люди, которые выходят на выборы, да, идут в качестве кандидатов, это
прежде всего люди адекватные, которые должны понимать, работать на благо народа. Но вы же забираете Там- голоса друг у друга. Ну, в любом случае, это билик, это война. Идет борьба за власть. Ну, конкуренция. Абсолютно. Да. Нормально. Война, Самое главное, чтобы она конкурировать. была здравой, адекватной и взаимоуважающей. Абсолютно честных правил я за 30 лет, сколько я помню, не было. Каждый использует свой метод. Порядочный, непорядочный, разный, да, все зависит уже от репутации самого человека, да. Но самое главное, человек должен настраиваться на то, что завтра выборы закончатся, а вся эта грязь, которую ты выливаешь в адрес конкурента, она останется на тебе, и все. Спасибо большое. В рамках 16 дней против гендерного насилия пусть вообще не повторяются эти случаи. Почему мы об этом говорим, почему мы об этом кричим, что вот должно быть женщин много? Да не потому, что чтобы мы хотели украсить этот парламент или там отчитаться перед большими донорами и так далее. Нет, просто потому, чтобы вот этот случай в Кызылту, он был последний. Он был последний, чтобы все наши женщины, девушки были защищены от насилия. Вот и все. Спасибо большое, эфир закончился. Чтобы она не была. Да. Спасибо. Спасибо.